понедельник, 18 марта, примерно в 11:30 дня в городе Камрад на новом кладбище разразился пожар. Существует несколько версий произошедшего. Возможно, произошло возгорание в результате непогашенной свечи. Возможно, прихожанами был выкинут окурок, но у директора МПЖКХ Анны Федоровны Беженарь другое мнение на этот счет. В данный момент это не из-за свечек произошло, потому что не пострадала ни одна могилка. Сразу молниеносно выехала пожарная, потому что охранник у себя в сторожке мыл полы. Он только увидел дым впереди, и он уже сразу вызвал пожарную. Но о том, что все кладбище горит, человек просто до того испугался, что он не мог говорить, он не мог на ногах стоять. Все кладбище было в пламени и в дыму, душился от дыма. Это было очень страшно, потому что все произошло одновременно. По словам сторожа, пожар на кладбище разгорелся очень быстро. В течение нескольких минут все кладбище было окутано черным дымом. Вышел как на улицу выкинуть воду, когда смотрю, территория охвачена дымом. Нет, вот эта часть начала гореть, и я быстро сюда бегу, и дым, и ничего не видно. Быстро смотрю, чтобы кресты не охватило. Очевидец пожара, мастер кладбища Дудолга Василий Андреевич, тоже участвовал в тушении пламени. По его мнению, это действительно поджог. Больше всего Василия Андреевича смущал тот факт, что пламя было оборванным с интервалом в 15 метров. И как это пожар мог перекинуться на противоположную сторону, минуя бетонные плиты. Приехал раньше, как мне позвонил охранник, я сразу выехал сюда. И вот бывало такое, что вот бьешь, тушишь один пожар, и чуть ветром не сдуло, и сам сразу воспламенение. И я считаю, что это поджог. Я не специалист, но я думаю, только это каким-то образом подожгли, иначе нельзя. По словам Анны Федоровны, такого масштаба пожар на кладбище случился впервые за всю практику ее работы. Вы знаете, такого еще в жизни у нас не было. Если бывали иногда случаи, когда вот кто-то подходит к могилке и оставляет зажженную свечку, вот там цветочек сгорел, может там веночек чуть-чуть сгорел. Так этот дым видим, потому что здесь на этом кладбище нет ни одного высотного дерева. И тут все видно как на ладошке. Поэтому тут легко подходить к любой могилке. Вчера солнечный день, посещение людей было. Когда подлили, что сделали, я не знаю. Но факт то, что загорелось везде одновременно. Такого просто не может быть. Он подумал, что только... Дежуривший в тот момент начальник смены пожарной бригады, капитан Андрей Узун, точно не уверен, вследствие чего возник пожар. По его словам, могло произойти все, что угодно. Ну, мы спросили у сторожей, они говорят, что возможно, что люди зажгли свечки и оставили горящие свечи на могиле, и из-за свечи перешел огонь. Может, кто-то почистил могилу и зажег сухую траву. И... Но вы исключаете, то что есть, там поджог, или может быть даже... Может и поджог, кто-то мог бросить окурок. Сейчас вся трава сухая, ветерок. Жители города Камрад тоже удивлены произошедшим. По словам опрошенных, никогда ранее не слышны были случаи горения целого кладбища. Раньше случаи, вот чтобы целое кладбище горело? Нет, такого не было. Не было? Не было. Как кладбище, кто даже люди туда подходят так с душой. Даже если где-то что-то, туда спокойно идешь, там покойники. Больше не как вариант. А кто пойдет днем зажигать кладбище? Это вообще святое место. А что как вандализм? Больше никак нельзя назвать. А раньше были ли такие случаи, чтобы кладбище горело? Нет, конечно. Чтобы кладбище горело, я не помню этого. Сколько я здесь живу. Я считаю, что это действительно такой поступок, что никак, ни в какие рамки не вмещается. Вряд ли уже станет известно, в результате чего именно произошел пожар. Важно, чтобы такого больше не повторялось. Работники кладбища обратились к горожанам с убедительной просьбой быть повнимательнее с огнем и, уходя, гасить свечи.